А ви зараз більшу частину знову проводите в Криму. Да, да. Последние месяцы, ну, прежде всего, это связано с делом Наримана Джелялова и активными следственными действиями, которые идут по этому делу. Большую часть времени я нахожусь там, на оккупированной территории. Дополнительно там есть ряд других дел, в частности, дело Мустафы Джемилева, поэтому фактически все рабочее время провожу там. Спочатку зі справи Нарімана Джелялова, ви ж допомагаєте йому оприлюднювати його листи, які зараз як вже літературний твір, які викладаються. А що Наріман знає про те, що відбувається навколо нього? Наприклад, чи знає він, що його ім'я лунає в резолюції Організації Об'єднаних Націй, що воно не там на найвищому рівні всюди в світі? Ну, здесь важно понимать, что российские власти, помещая Наримана вот в эти условия следственного изолятора, специально сформировали среду наиболее болезненную для него, а именно поместили его в информационный вакуум. То есть человек, который много пишет, много читает, много думает, для него вакуум это страшнее, чем, наверное, физические какие-то пытки. В то время как он лишен возможности получать новости от кого-либо, кроме своих адвокатов, когда он с ними видится. То есть в камере нет телевизора, нет радиоприемника. Хоча це дозволено, да? Ну, это, скажем так, соответствует норме закона. Але з іншого боку, якщо б він навіть мав, він би отримав такі пропагандистські канали, які мовлять в Росії, правильно? Ну, даже, скажем так, из вот этих источников можно отделять какие-то зерна и хотя бы понимать, в каком направлении движется информационная повестка. Самое главное, его лишили возможности вести корреспонденцию, переписку, то есть получать письма, отправлять письма. Почему ему не можно переписываться? Ну, потому что ему просто не приносят письма. Просто не приносят. Это законно? Незаконно. Ограничивать право на переписку нельзя, но с момента его ареста он получил всего 8 писем. Хотя мне известно, что сотни людей, причем не только из Крыма, не только из Украины, со всего мира пишут ему письма. Это намеренно делается, администрация СИЗО объясняет таким образом, что цензор загружен работой, вот он сколько может, столько он передает. Вот. У нас другой ставки цензора нету. И совершенно понятно, что это искусственное ограничение, потому что, например, там его сосед по камере получал письма. Це той сусід, який свідок Єгови, про який він писав, в своєму одному з листів. Наскільки можна довіряти, що це, там нельзя никому доверять вообще. Но, по крайней мере, Нариман придерживается такой позиции, что он не обсуждает дело, он не обсуждает какие-то подробности, которые могли бы там навредить ему. То есть они как бы находятся в таком бытовом общении со своим сокамерником. Що ж якісь пропозиції вам, як адвокату, чи Наріману роблять? І є побажання владні, чи йдуть просто по кримінальній справі, а от як по кримінальній справі? Нет, они совершенно в тупую фабрикуют это уголовное дело. Сегодня Нариману предъявили окончательное обвинение. Фактически оно не изменилось с предыдущим, добавили только значительный ущерб от взрыва газопровода. Вот. То есть это пункт А, пункт Б части 1 статьи 281 диверсия. Это обвинение в хранении взрывного устройства, и это обвинение в контрабанде взрывного устройства. Все в составе организованной группы. При том, что даже по версии следствия Нариман к этой взрывчатке, к этой якобы диверсии отношения не имел. Но поскольку он состоял в преступной группе с братьями Ахтемовыми и другими неустановленными лицами, то объединенный общим умыслом и желая наступления этих последствий, ему вменяют и контрабанду, и перевозку, и так далее, и так далее. То есть по совокупности этих статей, там по 20 лет может выйти приговор. То есть это серьезно. А як він брав участь в цій групі? Як це доводиться? Як фабрикується справа? Фабрикуется таким образом. Нариману отводится роль вербовщика, то есть что... Він шукав людей для організованного злочинного угруповання. Да, что якобы некий Реза из Киева поручил ему найти людей, которые что-то сделают, не посвящая Наримана. Потом Наримана якобы посвятили в том, что он сделал. И он этих людей якобы предоставил. И, конечно же, все пробелы следствия быстренько закрыла
секретными свидетелями, их как минимум 3 в деле. Потому что у нас было 3 опознания Наримана, то есть прямо как в кино, со статистами, с номерком, он стоит, вот такое большое зеркало, окно, вот, и вот этот невидимый свидетель приходит и І говорит, впізнали вони його, да? все 3 опознали, что вот это Нариман. И мы видели, пока материал дела мы еще не видели, ознакомление у нас начнется в ближайшее время, то есть это говорит о том, что предварительное расследование завершено, и теперь уже стадия ознакомления с материалами дела. Мы видели на одном из судов, следователь приобщил в качестве материала, обосновывающего ходатайство о продлении меры пресечения, опрос засекреченного свидетеля касательно Наримана. И там какой-то под псевдонимом человек говорит, да, мы с Нариманом там несколько месяцев очень плотно общались, я постоянно рядом с ним был. И вот после вот этого газопровода, числа 25 или 26, якобы Нариман звонил по сигналу, по вот этому мессенджеру скрытому кому-то в Киев и говорил, да, с газопроводом все в порядке, когда пришлете деньги. Ну, то есть, как бы привязка Наримана к некому событию. То есть, то, что следствие не может доказать, восполняется этими секретными свидетелями, которых, в принципе, проверить нельзя, что они говорят. Це просто слова, да? От, Конечно. слова. Ніяких записів нема. Тобто... Абсолютно. Это просто слова. И проверить, был ли этот секретный свидетель в тот момент, про который он говорит рядом с Нариманом, ну, мало ли, вдруг он на видеокамеры где-то попал, невозможно, потому что суды все эти вопросы отводят как направленные на установление личности свидетеля, которому поступали угрозы и которого в целях безопасности вот так вот легендировали. Тобто перший заступник голови Меджлісу, який розуміє, що 8 років він перебуває під щільним наглядом, ну, тобто будь-які меншого штибу, я думаю, активісти і колишні журналісти, вони і то мають наружку, якусь наружне спостереження, це те, що називається, да, зовнішнє спостереження, бо ми розуміємо, як це працює, бо Україна теж недалеко відійшла, ці практики тут теж існували і по відношенню до журналістів і адвокатів, да, що таке, ми розуміємо, в Росії це тотально. І тобто людина, розуміючи, що вона організовує групи, там домовляється, знаходить людей для перевезення зброї і їздить на Кримську платформу, перетинаючи постійно цинічно їздить, проходячи постійно ФСБшників, і між ними, між перетином кордону і ФСБ, між виступами на Кримській платформі організовує вибухи. Да. Ну, это, конечно... Це ж комічно звучить. Ну, это выглядит бредово. Якщо не розумієте, в якій ситуації трагічній насправді сам Наріман. До речі, я розумію, що не ви адвокат Асана і Азіза Ахтемових, але чи можете сказати, в якому вони стані, що з ними? Останнє, коли ми на ток-шоу говорили, бо їх ще не показували, тому що були... Ви казали версії, чому їх можуть не показувати, чому тримають на карантині. Да. Що про них можна сказати? Бо це одна справа, фактично. Конечно. Но на текущий момент и Асана, и Азиза также держат в СИЗО Симферополя. Правда, в отличие от Наримана, их держат не на спецблоке, а в общих камерах. Причем эти камеры с перелимитом, то есть это история, где люди спят по очереди, потому что коек 8, а людей 12. Условия, конечно, непростые, но я видел Асана на одном из следственных действий в управлении ФСБ. В принципе, он уже, скажем так, оправился от тех потрясений, которые с ним произошли сразу после ареста, оправился от пыток. И, конечно, он рассчитывает на то, что он понимает всю фейковость этого дела, и он рассчитывает, что все-таки каким-то образом, может быть, политически удастся договориться о каком-то обмене и так далее в последующем. Вони теж в інформаційному вакуумі знаходяться, чи у них легше, через те, що багато людей є навколо? Камеры общие, то есть там телевизор есть, информацию они получают. Вот. Здесь же задача была именно Наримана, как человека такого пишущего, думающего. Изолировать, что... да? Да. Нариман на первом же суде заявил, что его главное оружие – это слово. Вот. И поэтому его решили вот полностью оградить, чтобы и все последующие суды проходили в закрытом режиме. Які у Нарімана є прохання, яким можна виконувати? По книгах, наприклад, що він просить, і що дозволяється? Там очень сложная история с книгами. Часть есть какой-то литературы в тюрьме. В основном это какая-то художественная литература, советские произведения и так далее. А новую литературу туда очень сложно заводить в тюрьму, потому что чуть ли не экспертизы проводят тех книг, а вдруг там что-то экстремистское. Вплоть до того, что Коран
просто, это целая история, чтобы заключенный при необходимости, если он того хочет, мог получить священную книгу. Потому что это должен быть только Коран, одобренный думком. Потом, когда они получают в тюрьме его, они отправляют его все равно на экспертизу на какую-то, то есть это сколько работы проводится. Эксперт это все смотрит, дает заключение, там ничего такого нет, можно отдать. Вот. Мы этим занимаемся. Что касается условий содержания, то, конечно, они, скажем так, не отвечают даже тем минимальным требованиям, которые предусмотрены российским законом. Например, камера Наримана не отапливается. То есть сейчас зима, хорошо, сейчас в Крыму еще более-менее тепло, но просто нет отопления. И вот буквально 2 недели назад я поймал прокурора, надзирающего за этим СИЗО, он приходил вместе с комиссией УНК, и я говорю, вы зайдите просто в ту камеру и посмотрите, померите температуру, сколько там. Они действительно туда пошли, посмотрели, да, температура низкая, руководство СИЗО отчиталось, мы сейчас все сделаем, и действительно сделали такую потемкинскую деревню, включили отопление на сутки. Сутки проработало, потом все выключили. И для нас это сейчас, если мы говорим об условиях содержания, наверное, одна из главных проблем, потому что если в Крыму похолодает сильнее, то это может быть для Наримана опасно, в том числе для его здоровья. То есть находиться в каменном мешке і при отрицательних температурах, це, звісно, іспитання. Чи існує небезпека вивезення його до суду, навіть до вироку за межі Криму? Щоб ще більше ізолювати, скажімо. Понимаете как, я думаю, что у российских властей нет задачи через это дело сделать Наримана каким-то там известным политзаключенным, каким-то борцом. Во многом мне это дело видится как некий пролог к гораздо более масштабной спецоперации, направленной против крымских татар. Что-то вроде, не знаю, инцидента в Гляйвице. Да? То есть, поскольку Нариман является все-таки высокопоставленным членом Меджлиса, и его привязали через это уголовное дело к каким-то деструктивным действиям, да, в той же диверсии, я не исключаю, что у российских властей есть планы, в принципе, признать Меджлис крымско-татарского народа не экстремистской, а террористической организацией. Там сильна різниця є велика? Существенная разница. Дело в том, что мы это видим по делам Хизбут Тахрир. Дела террористической направленности ведет ФСБ. Дела экстремистской направленности Центр противодействия экстремизму МВД. Разный совершенно уровень. За экстремизм одно наказание, 5 лет условно. Да? Терроризм это до 20 лет. Экстремистов судят обычные суды, террористов военные суды. И так далее, и так далее. И существует большая опасность, что в случае, если российская власть признает Меджлис крымско-татарского народа террористической организацией, то все подразделения Меджлиса, территориальные Меджлисы, региональные, местные, поселковые, все автоматически будут считаться ячейками некой террористической организации. И, соответственно, все, кто принимали участие как сейчас, так и, условно говоря, в период до 20 лет назад, они все автоматически становятся террористами, и их просто вылавливают по очереди, так же, как по делам Хизбут Тахрир, на основании одной экспертизы, показаний 2 засекречених свидетелей, людей на 15-19 лет отправляють. А ми вже йдемо в простір передбачувань, але давайте спробуємо все ж таки поговорити, раз ви почали про цю тему. Меджліс же, ми розуміємо, ми можемо про це відверто казати, активної діяльності на території окупованого Криму не веде. Да? Вся активність залишилася лише в центральному Меджлісу, який тут в Києві перебуває. Навіщо тоді боротися зі структурою, яка себе активно не виявляє? Смотрите, задача, опять-таки, не бороться с Меджлисом. Задача успешно колонизировать Крым. И этой успешной колонизации сейчас противостоит, фактически позиция крымских татар. Да, она не активная позиция, она такая глухая позиция, да, когда люди дома обсуждают, что происходит. Потому что там нельзя активная позиция, это сразу под прицелом оказывается человек. Когда преследуют людей по делам Хизбут Тахрир, отношение такое, да, они такие специфические, да, всякое может быть, их преследуют, и это порождает страх, но это не порождает тотальное ощущение бессилия, тотальное ощущение того, что эта машина может
Тому що нема такої, то що російською кажуть, сопричастності, да, з організацією. Структуры Меджлиса пронизывают все крымско-татарское сообщество. Но фактически вокруг Меджлиса выстраивался нынешний крымско-татарский Крым. И если начнутся точечные, никто не говорит о массовых репрессиях, но точечные репрессии в разных районах, с разными отделениями Меджлиса, с разными членами Меджлиса, это может привести к неконтролируемому исходу людей. То есть, если сегодня, позавчера соседа через дом арестовали, вчера соседа напротив, понятно, что завтра придут ко мне. И это может породить действительно серьезную самодепортацию людей, которые, зачем им находиться в этих условиях? Для россиян это то, что нужно. Не нужно никого сажать в вагоны теплушки, отправлять. Сами поедут. Сами поедут. Надо просто создать необходимые условия при, в принципе, не сильно затратных их ресурсах. Что такое? Это же точечное давление. И я думаю, что в этом направлении как раз работа и ведется. То есть выдавить крымских татар из Крыма и дальше его колонизировать, перевозя, как они сейчас перевозят с материка россиян. Як ви думаєте, світ буде звертати на це увагу, чи на саму депортацію не зверне і на точкові репресії не будуть так приділяти увагу? Світ розуміє там, коли вже геноциди відбуваються, такі класичні, да? М'янма, останній приклад, да? Те, що було, коли вже вбивають. Там все-таки убийства. Да, вбивства. А тут же нема, тут же самі сіли, поїхали. Да, сами. То есть создается такая атмосфера страха, да, атмосфера безысходности, когда люди просто не могут там оставаться. И что делать, если, условно говоря, здесь окажется 10 тысяч беженцев из Крыма, 20 тысяч? Здесь что делать? Где их размещать? В палаточных лагерях на админгранице? Да? В Кремле это тоже прекрасно понимают. И они понимают, что Запад не способен сейчас каким-то образом кардинально, радикально вступиться за крымских татар. Да, мы видим глубокая озабоченность, серьезная озабоченность и так далее. Байден там обрисовал перспективы. И то в случае нападения на Украину. А то, что происходит в Крыму, это уже стало таким общим местом. И, конечно же, Кремль это использует, в том числе для того, чтобы менять демографический состав оккупированного полуострова. Так може ж і без цього, в принципі, кримських татар там 300, хай буде 400 тисяч, вони завезли вже, вважається, більше з Російської Федерації. А чим можуть лякати кількість, яка складає там 10-15% населення півострова? Понимаете, какая штука? В таком авторитарном государстве, как Россия, стремящемся к диктатуре, даже одно иное мнение может создавать угрозу для государства. Когда такое мнение высказывает целый народ, пускай и немногочисленный, это серьезная проблема. Все должно быть зачищено до бетона, все должно быть приглажено в одну сторону, ни одна травинка не должна выбиваться. Вот именно такой политики придерживается российская власть. Хочу ще встигнути, поки у нас під час цього ефіру дві теми. Це український закон, я його коротко називаю про соціальний захист політв'язнів. Він в порядку денному, я не знаю, чи встигають його до Нового року проголосувати і чи підпишуть, нібито в порядку денному є. В минулі тижні не встигали, але, здається, свята наближаються, це для України свята. Друге, в розмові з Вікторією Юлієвою, останній, коли вона тут була нещодавно, десь тиждень-два, тому вона поділилася зі мною такою штукою. Я про це не дуже знав, що до багатьох кримських татар, ми знаємо, що понад 120 по Росії і по окупованому Криму вже або очікують судів, або сидять, а давайте називемо, це сидять люди. Переслідуються. Переслідуються, що не до всіх ходять адвокати, не у всіх є адвокати, бо вони по різних регіонах Російської Федерації розкинуті. І яка небезпека? Вона каже, це зі слов, я посилаюся на те, що каже Віка, коли до людини не ходить адвокат, знущання, тортури, побиття – це буває частіше. І просто потрібно мати адвокатів, не напасешся постійними польотами, а потім треба мати місцевих адвокатів, і платити їм за те, щоб вони хоча б просто ходили раз на 2 тижні, незважаючи на те, що зараз намагаються, я чув,
обмежити навіть доступ адвокатів через карантинні обмеження. Да? Розкажіть про це і розкажіть, що взагалі відомо, чи координується взагалі, до скількох ходять адвокати, до скількох не ходять, і хто в якому стані. Ну, давайте по порядку. Что касается законопроекта, ну, на самом деле... Я про законопроект пізніше. Давайте про закон я спитаю потім, тому що він як пов'язаний Да, я з тим. понял. Він пов'язаний з грошовою частиною. Ми з Вікою сиділи, рахували, наскільки вистачить те, що пропонується там, тому до закону перейдемо. Да. Те заключенные крымские татары, которые находятся в Крыму, ну, конечно, адвокаты их стараются посещать. Тут тоже важно понимать, что ресурс адвокатов, которые занимаются по этим делам, не безграничный. У вас так само збереглося, що ви координуєте адвокатів якось? Ну, это зависит от конкретных дел. То есть вообще адвокаты все независимые. То есть Да. я не могу как там прийти как начальник сказать, ну, Я не кажу керуєте, тому ви слово координуєте, якби ну, скажем так, в деле украинских Співпрацюєте, моряков да. это была конкретная как бы позиция, и я действительно координировал работу. Во всех остальных я наблюдаю, но не вмешиваюсь. И, конечно, нагрузка на адвокатов в Крыму, она очень высокая, и давление, которым они подвергаются, да, имею в виду вот последние события там с делом Эдема, Семедляева, арештом, да. да. Поэтому, конечно, все работают на износ. Плюс важно понимать, что людей, допустим, по делам Хизбут Тахрира, а их очень много в числе политзаключенных крымских татар, да, это подавляющая часть на текущий момент. 99%, да? Их расследуют дела в Крыму, а судят уже в Ростове. И из-за того, что уже конвейерным способом идут эти дела, адвокаты просто живут между Крымом и Ростовом, успевая приехать на судебное заседание в Ростов, вернуться на следственные действия в Крым. И, честно скажу, очереди из других адвокатов, которые готовы прийти поработать по этим делам, не наблюдается. Да? То есть этот ресурс все равно ограничен. Когда людей осуждают, то есть приговор вступает в законную силу, их отправляют куда угодно, потому что... Уточнення, про який адвокатський, якщо можна сказати, ресурс можемо говорити? Це пул Ну, 10, количество 20, там, адвокатов, 15? ну, я не знаю, ну, около 20, может Около быть, 20 максимум адвокатов. 30 адвокатов. На да, все эти там, справы. Мгм. На все, да, на все эти дела. И когда людей осуждают, их отправляют в разные уголки России, потому что вообще есть норма, что человек должен отбывать наказание недалеко от места там регистрации или где живут его родные, но это не Ну, касается... після Олега ми знаємо назву Лабитанки, да? Ми вивчили навіть такі Эта назви, норма да. не касается людей, которых обвиняют в терроризме, в диверсиях, там, в шпионаже. То есть вот эти вот все наиболее лаковые Страшно, для да. российской власти дела в Крыму, они позволяют людей отправлять в Башкортостан, на Заполярный круг, как Олега Сенцова, в Якутию, там, в Магадан и так далее. И адвокаты, которые работают сейчас, вот этот пул адвокатов по уже новым делам, да, они же не могут отказаться, там людей хватают, и никто не приходит на помощь. У них уже не хватает ресурсов для того, чтобы летать в Башкирию, летать там еще куда-то. Вот о чем говорит Виктория. И люди, которые оказываются в колониях, конечно же, для них оказание адвокатской помощи – это целая проблема. И, конечно, при таких обстоятельствах, если есть необходимость проверить, просто прийти, как там заключенный, что с ним, нужно ли ему что-то. Местные адвокаты, это был бы хороший выход. Опять-таки, все упирается в деньги. То есть понятно, что адвокаты в их обязанности ходить бесплатно по таким делам нет. То есть это надо находить какой-то ресурс денежный, находить этих адвокатов местных, которые где-то в Башкирии, там, в Лабытнанге или еще где-то, платить им деньги, и они тогда, да, будут ходить. Да, единственное, ну, каким-то образом качество работы отслеживать. Все это могли бы брать на себя правозащитные организации. Да? Но мы понимаем также, что у них тоже есть определенные ограничения. Почему так важен был этот закон? Потому что общество вот этот уровень репрессий, который проводит российская власть в Крыму, уже просто не вытягивает. Просто нет такой возможности. И, конечно, при таких обстоятельствах качество защиты, оно, безусловно, на каком-то этапе может снижаться. Ще уточнення по тому, що сказав, чи є зараз намагаються через нібито карантин обмежити
доступ до людей, які сидять у в'язницях і в колоніях. Да. Об этом заявлялось. Естественно, российские власти используют сложившуюся обстановку с пандемией для того, чтобы максимально урезать возможности, свободы, права людей, для того, чтобы государственный аппарат чувствовал себя хорошо. И последние задержания в Крыму, которые происходят, вот начиная с осени, когда у судов захватывают женщин, несовершеннолетних, десятками людей хватают, они же тоже обусловлены именно пандемией. Что собираться нельзя, на суды приходить нельзя. Заседания даже формально открытые, де-факто проходят в закрытом режиме, потому что просто в суды никого не пускают. Там, например, в тот же Верховный суд Крыма не участники процесса по распоряжению председательствующего войти не могут. І навіть якщо люди у вас є там в Росії держпослуги, да, система як схожа на дію українську. Госуслуги, да. Да, і якщо людина вакцинована, вона все одно не пускають. Не пускают. Не пускают. Нібито, що її запровадили спеціально, щоб з цими електронними QR-кодами можна було всюди в держоргани входити. Ну, знаете, уже в некоторых судах, ну не в Крыму, в регионах где-то уже с адвокатов требуют QR-коды. То есть, но это они бегут впереди законодательства. Сейчас в России идет обсуждение о принятии закона, чтобы эти QR-коды уже распространять на различные сферы, да, на транспорт, в том числе на суды. Пока этого нет, но уже людей никуда не пускают. Людей уже задерживают около этих судов. И, конечно же, каким-то образом наладить защиту было бы крайне важно. Но есть и оборотная сторона. Ну, условно говоря, принимается этот закон. Да, Украина готова за счет налогоплательщиков или там из каких-то иных ресурсов оплачивать работу адвокатов. Что делает российская власть? Вы деньги где берете? Из-за рубежа? Иностранные агенты. Да? Иностранные агенты. Адвокаты тоже можут стать иностранными Уже агентами? прецеденты есть. Вот я упомянул адвоката Ивана Павлова. Его сначала признали иностранным агентом, а потом выдавили из страны, возбудив на него уголовное дело. Поэтому здесь адвокаты, получаются, тоже между молотом и наковальней. То есть, с одной стороны, надо помогать, и это тоже требует каких-то ресурсов денежных, а с другой стороны, а механизм? Я думаю, я зараз формальний привід намагаюся знайти, щоб, якби неможливо, це для правової держави підійшло б. Адвокати ж будуть отримувати гроші не від держави Україна, а від родичів тих, хто засуджений. А родичі тих, хто засуджений, вони вважаються громадянами Російської Федерації. Так їх Росія всіх зробила громадянами Російської Федерації. Чому тоді адвокатам загрожує, якщо вони будуть йти через кошти родичів? Родичів можуть оголосити іноземними агентами, це інша справа. А адвокати... Ну, ви думаєте, що вони не можуть прослідити движення денежних потоків? Але адвокат вже взяв гроші не за кордоном. Для них тому я кажу, це мій привід, і він для правової країни. Конечно. То есть, если встанет вопрос, что нужно эту лавочку каким-то образом прикрывать, российская власть это сделает моментально. Моментально. Поэтому, пока не принят закон, да, говорить о каких-то конкретных механизмах преждевременно. Плюс, надо понимать, даже если закон примут, прежде чем все необходимые там урядовые постановы будут приняты, пройдет же огромное количество. Мы же прекрасно понимаем, как эта бюрократическая система работает. Но я скажу из принципа, что лучше хоть что-то, чем ничего. Да, поэтому поддерживаю. Керівник комітету, коли він включався в нашу розмову на цьому ефірі, він пропонує не дуже, скажімо, не намагатися кошти збільшити. Бо чому пройшло питання? Ми рахували кількість, яка потрібна на адвокатів. От Віка казала, там по регіонах, щоб просто відвідав без там справ, це десь 15 тисяч рублів. Рахували 5 тисяч гривень. 2 рази на місяць це 10 тисяч гривень або 30 тисяч рублів. Тобто вся ця сума, яку передбачається в 130, вона фактично повністю піде на адвоката, який просто буде відвідувати. Це провінційного рівня адвокат. Да? Якби, провінційного рівня, я кажу в нормальному розумінні цього слова, що невеликі міста. Це не Петербург, не Москва, не Єкатеринбург, не такі великі міста з іншими ставками адвокатськими. Ми розуміємо, як це різниця по Україні, але нюанс в тому, що соціальна підтримка передбачає, поки закон ніяким чином це не визначає, а специфічні родини, в них багато дітей, і вони залишилися без годувальника в родині. Тому йдеться мова, як якось допомогти і родинам, які без грошей, бо ми бачимо все складніше навіть на дітей збирати гроші. Дійсно, як ви кажете, суспільство вже не витримує постійне збирання грошей, і тому
питання таке: яка сума на ваш погляд має бути на родину? Чи треба виходити все ж таки ще від кількості дітей в родині? Ну, что касается поддержки конкретно семей, ну, уже действует механизм, по которой семьи могут получать 100 тысяч гривен. По міжвідомчій комісії, яка, Да. Но это 100 тысяч гривен на сколько? На год? Ну, а це не вистачає навіть на рік на адвокатів, мені кажуть, що... Это просто на поддержку семьи. Кто-то платит адвокату. В основном люди тратятся на передачи, потому что это тоже надо понимать, что передачи в СИЗО, передачи в тюрьмы – это довольно затратная часть. Да? Поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах я, наверное, не готов, потому что разные случаи, разные семьи, где-то 6 детей, где-то 1 ребенок. Но, на мой взгляд, подход должен быть таким образом, что важно диверсифицировать поддержку непосредственно социальную семей и ту работу, которую выполняют адвокаты, да, по этим делам, потому что если это все смешивать, это будет ужасная мешанина, так нельзя делать. Тоді, виходячи з небезпек, які стають перед адвокатами, іншоземний агент, і ми знаємо, наскільки це небезпечно, ми знаємо, скільки вже журналістів переслідуються і покинули навіть країну за останній тільки час в Росії. Те, що відбувається, можливо, соціальна допомога має бути відкрита законна, а ну, є різні механізми навіть в демократичних країнах, є якісь закриті речі, які не публічні, і там правова допомога має бути з непублічним, з неможливістю там, якби, верифікації іншоземними країнами, якщо це можливо, чи я марю, і це неможливо робити на Понимаете, в публічний спосіб. России, к сожалению, для государства многие аспекты общественной жизни прозрачны. То есть, если государство считает, что там условный адвокат получает деньги там, от условных врагов, даже если он будет брать наличными и не оставлять нигде подписи, все равно существует возможность прижать его к ногтю. Я так розумію, це статус видається Мін'юстом навіть без всяких там, ну просто от кого вирішили, того і Да, оголошують. никаких доказательств нет, а даже если кто-то идет в суд обжаловать, ну, все же прекрасно понимают, какое решение вынесет суд. Да, то есть это секрет Полишинеля, что там они что-то могут... На том же примере мемориала мы можем наблюдать, что фактически государство уничтожает вот эту вот оставшуюся свободную часть общества, которой, в принципе, можно отнести адвоката. Поэтому как только будут приняты какие-то механизмы, конечно, с той стороны их подробно изучат и подумают, как этому противостоять. На завершення у нас 3 хвилини. До кінця, в принципі, достатньо 3 хвилини часу, для щоб підсумувати. Це ж говорили десь кілька місяців тому, коли навесні, можливо, коли ми говорили тут у дворі АТРу, ви так песимістично все описували, куди рухається Росія, в який бік. Хочеться вам не вірити, але от мені навіть здавалося, при тому, що я маю бути критичніше налаштований до Росії, не громадянин цієї країни, що меморіал – це щось священна корова з горбачовських часів, а не з незалежної Росії, а з ще Радянського Союзу, його перестроєчних, перебудовних моментів, що де що буде хоча б як вітрина залишатися. Тобто режим не залишить вітрин, я так розумію, да? А зачем? Сейчас уже нет необходимости что-то кому-то доказывать. Да, то есть путинский режим за последние там, несколько лет очень сильно деградировал, перешел те красные линии, которые раньше не переходил. И, в принципе, держать хорошую мину при плохой игре уже никакой необходимости нету. А зачем? Ну, ради чего спасать этот Але тоді ви навесні передбачали, що це буде тривати досить довго. Якщо він деградує швидко, це швидший кінець його, чи все одно це буде довго? Таке питання, да. Вы понимаете, какая штука? Я вимагав бути Кассандрою вас. Вопрос в том, что Россия, несмотря на определенную слабость государственной власти, она слабая, иначе бы она не была такой жесткой, да, назовем это так, обладает очень серьезной ресурсной базой, причем не только речь идет там о каких-то физических вещах, полезных ископаемых, но в принципе запас прочности вот того общественного договора, который сложился в России, он пока позволяет выдерживать вот эти вот пертурбации, которые происходят. Другой вопрос, что очень много завязано на персоналистскую авторитарную систему во главе с вождем. И если этого вождя вынуть, да, то быстро его заменить кем-то не получится, потому что народ ориентируется на конкретный аватар.
Вот есть аватар Путина, мы ориентируемся на него. И в случае, даже если с Путиным что-то произойдет, то, скорее всего, это будет вот такой же абсолютно вариант развития событий, как со смертью Сталина, когда, ну да, вот умер вождь. Ну что они сделали? Они быстренько под ковром покусали друг друга и смогли выдать некий новый состав правительства и так далее, который уже отличался по ключевым показателям от сталинского. То есть, ну, мы же понимаем, что ни при Маленкове, ни при Хрущеве уже таких репрессий не было. Да? Наступило вот теперь. И я полагаю, что и трансформация России постпутинская, она тоже будет предусматривать. Я не думаю, что будет какой-то резкий поворот, что к власти придут участники Вильнюсского форума во главе с Ходорковским и так далее. И Каспаровым. И Каспаровым, да. Это будет все равно внутренняя смена элит, но всегда в таких условиях есть надежда и шанс, что... Намагатимуться виглядати краще. Ну, что оно будет лучше, хотя может стать и хуже. Гарантии, опять-таки, никто не дает. Поэтому Кассандра из меня так себе. Микола Полозов, адвокат, був на цій годині ефіру на ТЕР. Дякую, що були з нами. Дякую вам за участь в нашому ефірі.